Вот из такого маленького ручейка за 2 месяца превратилось в озеро. И с каждым днем, утверждают дачники, это озеро становится все больше и больше. Луиза Ахметова говорит, что подобные потопы здесь случаются уже 10 лет подряд. Причем с каждым годом вода поднимается все выше. Подмывает железную дорогу. Мы-то, конечно, проедем. В любом случае мы найдем себе дорогу. Но поезд никуда не уйдет. Он будет идти по рельсам. Но откуда приходит вода? Местные садоводы говорят, прорвало водопровод. Причем это уже не впервые. Дорога вот идет, и вот труба проходит. И там было даже видно ручеек такой, вот, как родничок, вот как родничок. Местные жители не скрывают, что прорыв трубы и возникновение вот такого вот озера очень сильно их пугает. К примеру, по месту, где я сейчас иду, еще 2 месяца назад спокойно могли проехать автомобили, здесь ходили люди. А сейчас это место больше напоминает небольшое озеро. Более того, вода пробралась и к огородам. И по мнению местных жителей, если все будет продолжаться такими же темпами, скоро она попадет в их дома. А такую картину наша съемочная группа увидела, объехав озеро и оказавшись на другой стороне железной дороги. Они приезжают, откачивают воду. И в том месте, где есть прорыв, там течь, они только забивают кол, деревянный кол, и все, опять засыпают. Чтобы узнать, какие точно работы здесь будут проводить, мы отправили запрос в Казанский водоканал. Здесь нам ответили. В результате обследования выявлен прорыв в водопроводе, образовавшийся из-за проведения земляных работ неизвестными лицами. Работы по ликвидации аварии осложнены затоплением подъездных путей и расположением в зоне производства работ подземных коммуникаций. Сейчас на этом месте планируют откачать воду и восстановить подъездные пути. Ликвидировать аварию в водоканале обещают до 14 сентября. Сергей Хайдаров, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.